берете, вы видите почки вегетативные и почки плодовые. Они разные. Прежде чем обрезку делать, мы делаем анализ, не каждого дерева, конечно, определенных деревьев делаем и определяем, какую обрезку здесь сделать, какой урожай мы сейчас хотим от него. Особенности каждого сорта плодовых и как следует ухаживать за деревьями на личном примере узнают будущие аграрии, студенты ИНГУ аграрно-инженерного факультета и Назрановского аграрного колледжа. В основном здесь студенты 4-го курса, будущие бакалавры. Исключение только третьекурсник Хаваш Акбиев. Сегодняшнее занятие студенту очень нравится, как и выбранная профессия. Изучение почвы и растений по сложности и интересу Хаваш сравнивает с медициной. Из практики студент старается вынести как можно больше полезной информации о деревьях. Лично я узнал, как сажать, с каких пор сажать, как обрезку делать, чем обрабатывать. Целая куча всего, что пригодится. Такие занятия, практикумы для студентов стали возможны после заключения соглашения между региональным Минсельхозом и руководством факультетов учебных заведений. Такие выездные лекции будут проходить как минимум раз в неделю. Для студентов это отличная возможность уже сейчас изучить все тонкости будущей профессии. В дальнейшем будем практиковать это и в молочном комплексе Малгобекском, и наших ГУПах сельскохозяйственных, производственных. И у нас есть 2 больших комплекса теплиц, и будем увозить туда студентов для того, чтобы они на практике здесь проходили занятия и в дальнейшем трудоустройство этих студентов по нашей республике, Минсельхозе и предприятиях наших. Следующий пункт ознакомительной экскурсии – хранилище площадью 1000 гектаров. Строительство оптового распределительного склада было начато в прошлом году. Он состоит из 4 блоков. В камерах в течение года хранится около 7 тонн яблок. Секрет такой мумификации яблок очень прост. Мы удаляем из кислорода, из воздуха без кислорода. Когда мы с вами дышим, сколько процентов кислорода в воздухе? От 18 до 21%. Больше нет. А мы оставляем здесь 1%. Вот мы с вами находимся в одном из самых, или не в одном даже, в самом современном фруктохранилище Российской Федерации. С объемом временного хранения 61 тысячи тонн. Это самый большой холодильник подобного рода. И вы видите за спиной самую современную в Европе линию по сортировке фруктов. Эта линия включает в себя все тонкости этой работы. Все, что известно науке, мы вложили в эту линию. И вот скоро, буквально через 2 недели, будет торжественный пуск в эксплуатацию этой линии, этого объекта. Кроме десятка сортов яблок, в комплексе выращивают персики, сливы, нектарин, абрикосы, сливы и черешню. Для ухода за фруктовыми деревьями нужен именно агроном-плодовод. На таком огромном производстве задействовано порядка 300 человек. В скором времени здесь планируют открыть филиал ИНГУ аграрно-инженерного факультета, чтобы теорию тут же подкреплять практикой. На предприятии также намерены в будущем трудоустроить выпускников аграрного факультета и увеличить число работников до 1000 человек. Дана Плиева, Рамзан Миржоев, Новости 24.